Последние штрихи в ньюсруме Юргена. В новом телевизионном сезоне новостные программы телеканала существенно преобразятся. Как визуально, обновится не только павильон, но и оформление. Его, к слову, для Коми произвели в Москве на одном из центральных каналов. Так и в плане подачи. Новые телевизионные тренды, к слову, сейчас осваивают и многие центральные каналы. Юрген в том числе. Идти в ногу со временем – главный посыл. Так, в новом сезоне графическое обновление ждет подавляющее количество проектов, почти 70% всего ТВ-контента. Дизайнеры канала буквально все лето в поте лица трудились над новым оформлением программ. Но вместе с эфирной одеждой, конечно, изменится и эфирное содержание. У нас обновляется правовая линейка. Те программы, которые выходят до новостей в 19 часов 15 минут. Традиционно это программа «Крик», программа «Ревизор» и возвращается на телеэкраны программа «Телезащитник». В летние месяцы мы очень активно выезжали в районы, разъезжали по нашей республике, добрались до самых удаленных ее уголков. И благодаря этим поездкам уже в сентябре телезрители увидят в фильме экспедиции из этих поездок. Одна из таких экспедиций – «Абдор». Это 4-серийный документальный фильм об арктическом этносе, коми-ижемцах, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. История их освоения в Нижней Аби и Ямало, появление северных торговых путей Сибири, возникновение города Абдорска, но ныне именуемого Салехард. Руководит съемочным процессом Александр Пивкин. И именно сейчас вместе со съемочной бригадой он идет путем Изватас. Детали, конечно, сейчас раскрывать не буду. Единственное, что мы знаем, группа уже в Салехарде. Впереди у них непроходимые тундра и горы. Без сомнения, это будет одна из самых экстремальных экспедиций для нашей съемочной группы и, безусловно, одна из самых интересных для наших телезрителей. Примечательно, что этот документальный проект наш канал реализует при непосредственном участии Роспечати. Всего в этом году Юргену удалось заручиться партнерством федерального ведомства сразу в 3 проектах. Помимо «Абдора», это также фильм о становлении лагерного театра в Воркуте, который был основан еще во времена ГУЛАГа. А задействованы в нем были выдающиеся артисты, музыканты, режиссеры и сценаристы Советского Союза. Валентина Токарская, Алексей Каплер, Борис Дайнеко и Борис Мордвинов. В системе ГУЛАГа в то время работало множество театров, но именно Воркутинский отличался высоким профессиональным уровнем и такой концентрацией выдающихся артистов и режиссеров. Все они в Заполярье оказались не по своей воле, но игра на сцене стала для них возможностью выжить и сохранить человеческое. Мы очень рады, что у нас получилось договориться об интервью с Майей Михайловной Мальцевой. Это старшая дочь того самого инженера-полковника Мальцева, который из поселка сделал город Воркуту и который и создал Воркутинский лагерный театр. Это было его детище. И вот Майя Михайловна как раз рассказывала, ей было тогда 8 лет, когда они приехали в Воркуту, в этот серый поселок. Она рассказывала, как все это создавалось. Команда канала провела большую исследовательскую работу, обратилась к мемуарам тех самых артистов, музыкантов и режиссеров, которые, отбывая срок в лагере, одновременно творили на театральной сцене. Уникальные фотографии и материалы тех лет Юрген обнаружил в Москве, Минске и Омске. К слову, там, в Омске, съемочной группе удалось найти Маргариту Лейзвых, актрису Воркутинского лагерного театра. Ей уже 90. Переговоры об интервью заняли 2 месяца. И когда сказали, вы можете ей позвонить вот в такой-то день и договориться, я помню ее молодой голос, прекрасная дикция, когда она сказала «Воркута, Коми, Сыктывкар, как я люблю», это самое счастливое время моей жизни. Потому что в Воркуте, куда она попала в 17 лет, не по своей воле, она прошла такую театральную школу, что была звездой многих провинциальных театров потом, и никто не верил, что у нее не было образования. Думали, что у нее 2 ГИТИСа, по крайней мере, за плечами. Еще один проект в содружестве с Роспечатью – документальный фильм «Мост» о событиях Великой Отечественной войны, развернувшейся в глубоком советском тылу на территории Коми АССР. Именно эта история впоследствии легла в основу повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Десант, высаженный в 1943 году в Коми, должен был взорвать железную дорогу, по которой на фронт доставлялись грузы, и поднять восстание в лагерях Печорлага. Работает над фильмом наш коллега Максим Васильев, и сейчас он как раз ведет съемки в Печорском районе. Человеку нужен человек. Это не просто поэтичные слова, а настоящая жизненная правда. Иногда помогать окружающим лучше не словами, а делами. А это фрагмент уже полностью готовый к эфиру новой программы «Я могу». Это тоже новый грантовый проект. Он о том, что возраст не преграда для любых достижений, а в добром сердце всегда найдется место для других людей. Этот отважный Печкин Екатерина Габова. Энергичная, добрая, скромная.
Каждое рабочее утро для нее начинается именно так. На велосипед и вперед к своим подопечным. И еще одно, наиболее значимое изменение в эфире Юргана, которое телезрители заметят уже с 1 сентября. Телеканал значительно обновит художественные фильмы, сериалы, музыкальные программы и концерты, мультипликационные фильмы, документалистику. Все то, что вместе именуется телевизионным контентом. До старта нового телевизионного сезона на Юргане осталось всего несколько дней. Любовь Лапина, Василий Янин, Игорь Данилов, телеканал Юрган.